Всем доброго утра. Став индивидуальным предпринимателем, человек получает дополнительные права. В то же время у него одновременно и появляются обязанности, связанные с этой деятельностью. Сегодня мы будем говорить о правах предпринимателях. Сегодня гость нашей студии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия Айталина Соколова. Айталина Валерьевна, здравствуйте. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Вчера в Якутии прошел День предпринимателя. Вот давайте начнем именно с чего-то с праздничного, да, вот расскажите, что за день, как он обычно отмечается, какие мероприятия проходили в этот день? Да, действительно, вчера был состоялся День предпринимателей Республики Саха-Якутия, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех предпринимателей с этой датой. Дело в том, что еще с 2001 года был подписан указ президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым о создании такого праздника Дня предпринимателя. И вот уже на протяжении стольких лет, с 2001 года, мы ежегодно осенью, последняя суббота сентября, этот праздник празднуется бизнесом. И на самом деле эта дата была выбрана не случайно. В свое время мы обсуждали этот день, когда его лучше сделать. И именно вот тогда вместе с предпринимательским сообществом, обсуждая, стало понятно, что это будет именно сентябрь, потому что самый удачный такой период, когда сбор урожая уже закончен, когда переправа еще открыта, что немаловажно тогда для нас было. И вот потом уже мы видим, что в 2016 году Владимиром Владимировичем Путиным был учрежден День российского предпринимателя. И получается, что у нашего бизнеса два праздника, один в мае и один осенью, да? Но на самом деле гораздо теплее воспринимается осенний праздник, да, и раньше, я помню, были периоды, когда мы делали выездные мероприятия в Алдане, в Мирном, в Нерюнгри, когда предприниматели из таких крупных городов, из улусов в разных районах, когда мы собирались, у нас была возможность обмениваться информацией, знакомиться друг с другом, тогда росли такие достаточно серьезные связи, коммуникации, дружба между предпринимателями. Айталина Валерьевна, но перед тем, как мы перейдем к более серьезным вопросам, хотелось бы поинтересоваться, количество предпринимателей за последние годы в республике увеличивается или уменьшается? Какова динамика? На сегодняшний момент у нас, конечно, мы не намного увеличиваемся, да, до порядка около 600 ежегодно, да, но самое главное, я считаю, достижение — это то, что приостановили такое резкое падение, да, которое наблюдалось с 2013 года. И постепенно идет процесс стабилизации, но и те возможности, которые сегодняшний день законодатель, правительство дает бизнесу, они должны способствовать к тому, чтобы рост все-таки бизнеса был, конечно, значительным. Хотя, на самом деле, на сегодняшний момент ситуация, конечно, не всегда бывает в пользу предпринимателей. Ну и то, о чем сейчас как раз мы будем говорить, об инвестиционном административном климате, собственно, предпринимательском, он должен, по сути, способствовать к тому, чтобы рост бизнеса с каждым годом увеличивался. И если проанализировать, то те меры, которые сейчас принимаются, в частности, закон о самозанятости, который сейчас внесен в Государственную Думу, в пилотном режиме в 4 регионах его будут применять, это Калужская, Московская область, город Москва и Татарстан, который позволит вывести из тени тот сегмент как раз предпринимателей, которые в свое время, во-первых, где-то, может, разочаровавшись, снялись с учета, да, и новая волна как раз молодых предпринимателей, которые смогут заниматься бизнесом по более такой упрощенной схеме. То есть схема заключается в том, что это 4% от дохода и отсутствие пенсионных таких страховых взносов, которые в свое время, в 2013 году, когда их ввели, очень серьезно повлияли как раз-таки на динамику количества роста малого бизнеса. К экономическому форуму.
Да, завершился? Да, Что завершился. обсуждали? Что он нам дает вообще? Хороший вопрос. Вообще ежегодно в этом году тоже состоялся Восточно-экономический форум. Я отмечаю, вот коллегам рассказывая, предпринимателям в том числе, он был более такой достаточно живой. Очень много было вопросов, связанных таких вот практически применимых, да, которые можно использовать малому бизнесу вот в своей понимании, куда дальше двигаться. Да. Конечно, это такая точка отправная, когда разные люди, разные специалисты могут посовещаться, подумать, в какую сторону у нас движется страна, потому что Дальний Восток как центр экономического развития, он достаточно серьезно сейчас под пристальным вниманием и руководства страны, и вообще в целом. Да. Поэтому в основном, что обсуждалось, это инвестиционный климат. Что такое инвестиционный климат? Он измеряется двумя критериями. Первый критерий – это готовность руководства региона взаимодействовать с инвесторами, помогать, поддерживать, развивать его. Да? И, собственно, уровнем административной среды. Айталина Валерьевна, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром, за участие в нашей программе. Мы желаем вам сегодня отличного дня и хорошего настроения.